Каждый, кто знал Виктора Ильича Маландия, помнит его как человека выдающегося ума, глубокой академической пытливости и несгибаемого характера. Будучи блестящим орнитологом, он оставил после себя главное наследие – талантливых учеников и последователей, которые бережно хранят его доброе имя. Сегодня это имя объединяет научные сообщества и служит символом плодотворного сотрудничества между Абхазским государственным университетом и Уральским государственным педагогическим университетом. Вот уже 12 лет эти вузы совместно проводят в Абхазии ежегодную международную научно-практическую конференцию «Тенденция современной науки и образования, достижения и перспективы». Последние 3 года она носит имя великого абхазского ученого Виктора Маландия. Образование и наука – это те векторы, которые являются незыблемыми. Это основной фундамент, на котором строится наше государство, и та основа, без которого рост невозможен. Да, мы пока молодое, независимое, суверенное государство, но мы знаем, что наши смелые шаги с каждым годом станут крепче. А дух сегодняшней конференции, пронизанный памятью великого Виктора Ильича, пусть несет по-прежнему дух науки, пытливости, академизма и той несгибаемой силы к любви, к жизни и к сообществу людей, неравнодушных к этому. В работе конференции принял участие 301 специалист, в их числе 56 зарубежных коллег, участвовавших в заочном формате и представлявших такие страны, как Хорватия, Кипр, Казахстан и Беларусь. Очно в мероприятиях форума было задействованы 42 человека. Научная программа охватила широкий спектр актуальных направлений: проблемы биологии, экологии и географии, современные технологии обучения и воспитания детей, организованные и содержательные аспекты развития мирового образования, актуальные вопросы физической культуры, спорта, туризма и профессионального образования. На открытии конференции первый проректор АГУ Роман Дбар зачитал приветственное письмо от ректора АГУ Олега Гварамия, в котором прозвучали трогательные воспоминания о Викторе Ильиче Маландия. Виктор Ильич был связан с университетом всем своим сердцем. Даже когда тяжелая болезнь ограничивала его физические возможности, он не оставлял университет. Будучи на лечении, он неоднократно просил меня освободить его от должности. Но я не мог пойти на этот шаг, видя не только его неразрывную духовную связь с родным вузом, но и всем сердцем надеясь на его скорейшее выздоровление. В самые тяжелые моменты он продолжал дистанционно принимать участие в деятельности АГУ, оставаясь в строю до конца. Важной частью конференции стало тесное сотрудничество с Сухумской вспомогательной школой. Совместно с коллегами проводятся пленарные заседания, профильные секции и практические мастер-классы. Особое значение имеет ежегодная выездная психолого-медико-педагогическая комиссия. Ведущие специалисты проводят диагностику детей, чтобы помочь определить для них наиболее подходящий образовательный маршрут. Профессиональные рекомендации получают педагоги, психологи и дефектологи, работающие с ребятами. Чем больше профильных экспертов участвует в таком осмотре, тем объективнее оценка и тем эффективнее дальнейшее обучение. Директор Сухумской вспомогательной школы отмечает, что все те практики, которые они проводят в школе за последние годы, заслуга сотрудничества с Уральским университетом. Конечно, сегодня говорить о каких-то особых достижениях в обучении детей с теми или иными проблемами, то есть с детьми ограниченными возможностями, трудно. Но не сказать о том, что есть определенные достижения и перспективы развития роста педагогов вспомогательной школы, это, конечно, нужно отметить красной чертой. Информация о том, где будут опубликованы итоги конференции и материалы выступлений со слушателями, поделилась доцент Уральского государственного педагогического университета Татьяна Тенкачева. С итогами конференции доклады, которые были высланы участниками конференции, будут опубликованы в сборнике, который будет размещен на портале eLibrary, да, в базе данных РИНС. Кроме того, вся информация будет предоставлена на кафедру ботаники и лесного хозяйства Абхазского государственного университета, так как они основные организаторы, поэтому мы через них в основном работаем. Плюс будет создана ссылка на облако, да, на хранилище в облаке, где все презентации, все материалы, все дополнительные материалы будут размещены, и всем желающим будет эта ссылочка на облако, где можно взять информацию, предоставлена.
7 дней плотной работы, сотни участников и реальная помощь детям. Этот международный форум в очередной раз доказывает, что научное наследие Виктора Ильича Маланзя находится в надежных руках его последователей. Ирина Богателя, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.